Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинное гаремное гадание из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. События в ближайшем будущем. Что к вам придет? Пожалуйста, настраивайтесь, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что ко мне придет? Какие события ожидают меня в ближайшем будущем? Можете даже загадать себе срок, но не загадывайте слишком близко. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, какие же события произойдут в вашей жизни в самом ближайшем будущем? Так, замечательно. Во-первых, идет в вашу жизнь очень необычный человек. Человек, ну не знаю, это очень харизматичный человек. Человек в высоком звании, высоком, скажем, с высоким статусом, в высоком положении. Этот человек, он может быть как военнослужащим, так и, например, даже, например, там, не знаю, каким-то заслуженным доктором, чиновником. То есть человек с отличием, у него есть отличия, знаки отличия на нем есть. И он отличается какой-то необычной судьбой и необычной историей жизни. Вот этот человек идет к вам. Он идет к вам с распростертыми объятиями. Этот человек станет вашим покровителем, вашим помощником и вашим учителем. Замечательно. Благодаря этому человеку ваша жизнь поменяется просто на 180 градусов, развернется, и все у вас пойдет как-то, знаете, как-то по-новому и по-другому. Я не буду говорить слово «хорошо» либо «замечательно». Я вижу, что это какой-то новый этап жизни и новая ступень в развитии. И еще раз говорю, да, вы от себя даже не ожидаете того, что жизнь может быть такой. Вот такой момент. Следующий момент. Я вижу любовь. Я вижу любовь, причем любовь вам предлагает мужчина. Смотрите, вот мужчина, да, а вот вы, красивая девушка в платье. Мужчина в руках держит чашу любви. Видите? Мужчина будет предлагать вам любовь. Будет ли это один и тот же человек, либо это будут разные люди, я тоже сказать не могу, потому как много людей меня смотрят, и у каждого будет своя личная ситуация. Но то, что мужчины будут предлагать вам любовь, я могу сказать точно, наверняка, я это вижу. Мои милые, еще я вижу достижения по работе. Здесь у вас стручок, гороховый стручок. Это очень хороший знак. Это знак того, что у вас вот эти горошинки, они принесут вам, горошинки, они же и денежки, они же и ваши достижения, и это то, что вы собственными ручками вырастили, да? Это именно ваши денежки на работе, которые вы получаете. Вот у кого были финансовые проблемы, неурядицы, проблемы, не могли найти работу, не получалось там, не знаю, как-то продвигаться по работе, вот здесь именно идет перемена. Перемена в том, что у вас появится шанс на то, чтобы вырастить вот именно этот стручок гороха, да, стать мастером своего дела и получить все блага, которые дают нам, скажем, наша профессия и наша работа. Что касается событий, то здесь я вижу свет. Свет от факела, который зажигается в ваших руках. Мои милые, здесь либо какие-то новые знания, новые возможности в плане того, чтобы получить знания. Такая ситуация, что вам там неожиданно, да,
будет предложение посетить какие-то курсы, да, либо пройти обучение, там, вплоть до того, что, не знаю, там, научиться водить машину, получить права. То есть все, что связано с обучением, профессиональным каким-то ростом, дополнительными знаниями, навыками, вот это идет в вашу жизнь и именно загорается как новая возможность. Факел, который освещает вам путь. Путь в темноте дает вам дорогу, дает вам будущее, надежду на будущее. То есть, понимаете, благодаря этим новым знаниям и этим возможностям, вот видите, они у вас в зоне как раз неопределенного будущего, скажем так, да, когда это случится, точно непонятно, но то, что это случится, на вашу жизнь повлияет, это 100%. Вы сами себе вот такой огромный путь освещаете, перед собой, кстати, рисуете новую дорогу и новую возможность. Знаете, что я вижу? Что благодаря вам и какой-то вашей усидчивости, старательности и тому, что вы не упустите какую-то возможность, вы сами себе открываете новую дорогу, новую веточку в вашей судьбе и вот какие-то прям, дорога возможностей и изобильности. Вот так вот, мои дорогие, идет. По этой дороге вы пойдете и станете номер один. Номер один для себя и для всех остальных, для окружающих. То есть получите и признание своих каких-то способностей, возможностей, тому, что вы правильный выбор сделали вот в первой отправной точке, что да, пошли на те курсы, либо посетили, вернее, как для себя открыли другие возможности, сменили, не знаю, там, направление деятельности, либо действительно начали заниматься тем, что вам дорого и то, что вам нравится. Вы сами себя делаете, вы сами себе даете возможности. Это, кстати, замечательно. Я вижу, что благодаря этому вы пройдете какую-то вот прям зону турбулентности, выйдете из нее человеком, скажем так, заходите вы туда птенцом, не оперившимся, а выходите прям таким прекрасным, не знаю, лебедем, да, который всеми любим, признаваем и желанный. Вот такой идет, да, номер один, цифра 1. И высокое какое-то положение, высокий статус. Вы человек непростой, вы человек знатный, значимый, знаковый. В своем комьюнити вы, конечно же, лидер, вы признанный лидер. И прям, знаете, у вас какая-то очень высокая ценность и ресурсная, и, скажем так, духовная. Вот какая-то трансформация, очень глубокая трансформация у вас проходит. И все это делаете вы сами, тем, что вы отбрасываете какие-то страхи, сомнения, находите там, не знаю, ресурсы, возможности, время для того, чтобы себя, скажем так, поменять, не знаю, какой-нибудь там ребрендинг провести, да, апгрейд провести в себе, отказаться от каких-то старых там ненужных уже вещей, которые просто тяготят, и они, как гири висят на вас, да, и вы вот прям вы обновленный человек, и это приводит вас к огромному успеху. Это замечательно. Так, еще по поводу того, что какие события вас ждут. Здесь явно есть события, которые вот прям путешествие какое-то, дорога, путешествие. Вы будете с кем-то обсуждать это, вы будете, может быть, кто-то планирует какую-то поездку, либо вы будете планировать эту поездку. Но пока она не происходит, это все вот планирование, вы можете, например, там билеты купить, да, либо какую-то предоплату внести. То есть здесь и планирование, и заключение сделки идет. Но сама поездка, она как будто бы попозже будет. Может быть, там через несколько периодов времени, может быть, через несколько даже месяцев. Но я так скажу, что решение, которое вы принимаете, оно абсолютно правильное. Еще я вижу у кого-то смену места жительства, либо смену приоритетов в месте жительства. Да, вот кто-то, например, мечтал уехать за границу, жить, работать. И тут перед вами открываются новые грани и возможности. Вы понимаете, что нет, мое место все-таки там, где нахожусь я сейчас. И что уезжать мне не стоит. Лучше я останусь здесь и получу то, что мне, вот, как говорится, причитается. То есть перемена очень хорошая и очень полезная именно у вас в голове происходит, да, что я наконец-таки вижу все те возможности и шансы, которые у меня есть, что мне гоняться за какими-то призрачными, не знаю, там, мечтами, там,
иностранными, да, если у меня здесь куча возможностей и только протяни руку, да, можно ухватить и реализовать. Кстати, для тех, кто занимается бизнесом, вот для бизнесменов, бизнесвумен, бизнесмен, кто вот у меня смотрит, мальчики, девочки, понимаете, что у вас сейчас, я вижу желание что-то поменять, расширить, скажем так, может там еще один филиал открыть, либо там расширить свой ассортимент, либо может быть где-то какую-то перемену не знаю, в подаче бизнеса сделать. То есть очень много хороших идей. Вы это все прорабатываете, не спешите, но и не тормозите. То есть вам, скорее всего, нужен какой-то хороший консультант, который у вас появится и который действительно даст вам прям с ваших же, скажем, идей, с ваших же каких-то вот хороших мыслей, он вам прям пропишет какой-нибудь там, не знаю, бизнес-план шикарнейший, успешнейший, и все у вас пойдет замечательно. Так, что к вам придет? Что к вам придет? Ну, честно, к вам придет удача, к вам придет счастье и к вам придет любовь. Это вот три таких вот базиса, которые я вижу. Любовь придет самая первая, удача придет второй. Ну а счастье это уже как итог, да, который будет вот прям венец всему. Я счастливый человек и в любви, и удачливый человек, и все у меня сложилось как надо. И знаете, я вижу, что вы благодарны судьбе и благодарны сами себе. Потому что, как ни крути, да, кто бы там не входил в вашу жизнь, кто бы не влиял, большинство решений принимаете вы. И эти решения, я вижу, для вас непростые, очень сложно. То есть вы входите в какую-то череду резких перемен. То есть какие-то перемены вы сами себе выстраиваете, а какие-то вот прям перед фактом вас ставят, что вот как раньше, так нельзя, да? Нужно срочно что-то придумать и что-то поменять. И вы просто вот активизируете все свои возможности, включаетесь и отдаетесь на полную, и знаете, вот прям, не знаю, тут такая ситуация, да, вот я вижу, что человек как будто бы закрывает глаза и ступает в неизведанное, но он двигается, и вот это движение, сила этого движения приводит его действительно и к успеху, и к счастью. Мои дорогие, события прекрасные, я вижу это замечательное событие, вот вы коронованный человек, вот корона даже вот идет, корона, она же и звезда, и она же и любовь. Вот самый центр, если отбросить все вот эти смежные рисунки, да, то у нас, вот как я вам говорила, самое главное, что любовь – это ваше счастье и ваше достижение. Вот понимаете, вы это все делаете самостоятельно. Вам судьба посылает возможности, людей, шансы. Где-то она вас торопит, где-то она вас подталкивает, а где-то она вас просто осыпает подарками. Да, будет непросто, но время вот необычное, время перемен, оно вот-вот начнется. А у кого-то уже началось, вы уже это можете почувствовать. Главное, идите к своему достижению, что мечтали, что хотели. Если вы здесь, на этой дороге, хотя бы, не знаю, там, чуть-чуть замедлитесь, не то чтобы остановитесь, замедлитесь, то, к сожалению, можете упустить много-много возможностей. Вам нужно идти, не бежать, но идти, но ни в коем случае не сидеть. И все будет у вас замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.